Таухид. Что такое таухид? Когда изучаем религию, религиозные книги, и когда доходит очередь до какого-то термина религиозного, как правило, сначала ученые упоминают значение этого слова в языке. То есть его языковое изначальное значение в арабском языке. Арабский язык был до ниспослания Корана Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, до прихода Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям был арабский язык? Да, был. Слово было. Оно имело какое-то значение. Когда пришел ислам, это слово приобрело еще и другое значение. Какое? Особое, религиозное, шариатское значение. Например, слово салат. Салат, намаз. Было слово салат у арабов раньше. До того, как Аллах Субхану Тааля вменил через Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям нам совершение пятикратного намаза. Было слово салат? Было слово салат. У него было значение? Да, было значение. Какое значение? Дуа. Просьба, мольба. Когда пришел шариат, пришел Коран, пришла сунна, это слово приобрело шариатское значение. Какое? Сала – это что? Это что? Вид поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, который начинается с чего? Начинается с такбира, с такбира аль-харам и заканчивается чем? Таслимом, то есть словами салам алейкум, салам алейкум. Да, то есть особый вид поклонения Аллаху, совершаемый особым образом, начинается с чего? С такбира, заканчивается таслимом. Приобрело иное значение. Итак, есть языковое значение, есть какое? Шариатское значение. Понятно? Просто дальше, когда мы будем с вами говорить языковое значение, шариатское значение, чтобы никто не удивлялся и не задавал вопрос, как это так? Что значит языковое, что значит шариатское? Так, слово таухид, его языковое значение. Что такое таухид? Таухид, слово таухид, это отглагольное существительное. От глагола ваххада. Отглагольное существительное что такое? По-арабски масдар. Отглагольное существительное по-арабски масдар. От глагола ваххада. Ваххада делать что-то единым, единственным. По-арабски вахид это один. Хорошо? Вахид. Ваххада делать что-то единым, единственным. А это от него отглагольное существительное. То есть делание чего-то или кого-то единым. Единственным. Например, глагол читать. Русский глагол читать. Какое отглагольное существительное? Чтение. Процесс сам. Правильно? Процесс. Чтение. Вот так в арабском языке есть. Глагол вахада, от него отглагольное существительное таухид. Вахада, то есть делать что-то единым, единственным. Таухид – делание чего-то единым, единственным. Понятно? Это языковое значение. Но главное – это не определение языковое, как там в языке. Главное – это шариатский термин. Шариатское значение этого вот слова, а не языковое. Потому что поклоняемся мы Аллаху Субхану ва Тааля не посредством языка, хорошо тут, а именно посредством чего? Посредством шариата, посредством религии. Поэтому нас волнует шариатское значение. Поэтому давайте сейчас мы разберем с вами, что такое таухид в исламе, терминология шариата. Таухид в шариате. Ифрадуллахи бима яхтассу бихи мина рубубия валь улухия валь асмаи вас сифат. Еще раз говорю по-арабски. Ифрадуллахи бима яхтассу бихи мина рубубия валь улухия валь асмаи вас сифат. Итак, таухид с точки зрения шариатской терминологии это признание единственности Аллаха в том, что присуще только Ему. Признание единственности Аллаха в том, что присуще только Ему. Будь то господство, рубубия, божественность, достопоклоняемость, аль-улухия, и имена и атрибуты расма ва сифат. Вот это вот определение таухида, которое мы должны знать. Если вас спросят, что такое, брат, таухид? Люди начинают говорить разные вещи. Что такое таухид? Это определение нужно выучить. Еще раз я говорю, что такое таухид. Таухид это, с точки зрения шариата, да, признание единственности Аллаха в том,
что присуще только Ему, включая господство рубубия, божественность аль-улухия и имена и атрибуты. Понятно? Это таухид. Так, когда ты признаешь, что Аллах Субхану ва Тааля единственен в том, что присуще только Ему, что является Его исключительной особенностью, Его исключительным правом. Хорошо? Признаешь Его единственность в том, что присуще Ему именно, все это есть таухид. А в чем единство присуще Аллаху Субхану ва Тааля? В рубубия, в господстве, Он единственный Господь. В чем еще? В улухия, в божественности, Он единственный, кто заслуживает поклонения, единственный Бог, заслуживающий поклонения. Еще в чем единство? В Его именах божественных и в Его божественных сифатах, то есть качествах, атрибутах. Понятно? Из этого определения таухида вы можете понять, что таухид делится или состоит из 3 частей. Есть 3 вида таухида, 3 части таухида. Все они важны, все они являются неотъемлемой частью таухида. Так, 3 вида таухида у нас есть. Таухид ар-рубубия, единобожие, связанное с господством. Таухид аль-улухия, или ибада, его еще называют. То есть единобожие, связанное с божественностью, с поклонением, с правом Аллаха на поклонение, да? Достопоклоняемостью Его. И 3-й вид таухида, это таухид какой? Аль-асма ва сифат. То есть таухид имен и атрибутов, связанный с именами и атрибутами. 3 вида таухида. Давайте поговорим о каждом из них кратко, дадим определение. Итак, первый какой вид таухида? Таухид ар-рубубия. Что такое ат-таухид ар-рубубия? Таухид ар-рубубия хуа ифраду Аллахи би аф'алихи ау биль-халк валь-мульк валь-тадбир. Еще раз. Ифраду Аллахи би аф'алихи ау биль-халк валь-мульк валь-тадбир. Перевожу. Таухид, связанный с господством. Это, то есть таухид ар-рубубия, признание единственности Аллаха в Его действиях. Или, иначе говоря, в сотворении, аль-хальк, во власти, аль-мульк, тадбир, в управлении, в устроении Вселенной. Хорошо? Еще раз. Что такое таухид ар-рубубия? Таухид ар-рубубия — признание единственности Аллаха в чем? В Его действиях. В Его действиях. А именно, или иначе говоря, в чем? В сотворении. Аллах Субхану ва Тааля единственный Творец. Фильмульк, во власти. Аллах Субхану ва Тааля единственный властелин в мироздании. Единственный властелин. Властелин всего сущего. Единственности в тадбир. Тадбир, то есть управление мирозданием, устроение его. Аллах Субхану ва Тааля единственный в этом. Это таухид ар-рубубия. Ясно? Рубубия – господство. От слова раб. Раб – Господь. Аллах Субхану ва Тааля раб – Господь. То есть единственный Творец, единственный властелин, единственный устроитель. Ясно? Так, что такое таухид ар-рубубия? Единственность Его в чем? В Его делах, иначе говоря, в сотворении, власти и управлении или устроении мироздания. Да, это таухид ар-рубубия. Это надо знать наизусть, иншаллаху та'аля. Когда будете знать наизусть, потом будет легче. Это был первый вид таухида. Второй вид таухида какой? Таухид аль-улухия. Хуа ифраду Аллахи биль-ибада ау би-аф'али аль-ибад. Еще раз. Ифраду Аллахи биль-ибада ау би-аф'али аль-ибад. По-русски таухид аль-улухия, таухид, связанный с божественностью, это признание единственности Аллаха в праве на поклонение Ему. Признание исключительного права Аллаха Субхану ва Тааля на чье-либо поклонение. Или, иначе говоря, Его право на религиозные деяния рабов. Еще раз. Таухид аль-улухия – это признание исключительного права Аллаха Субхану ва Тааля на поклонение Ему. Или, иначе говоря, право на религиозные действия рабов.
Первый вид таухида рубубия, был связан с чем? Признание единственности Аллаха в чем? В его действиях. В его действиях Аллах Субхану ва Тааля. Только Он творит, только Он управляет, только Он владеет. Этот вид таухида связан с действиями кого? Рабов. Первый вид таухида связан с действием Аллах Субхану ва Тааля. Этот связан с действиями рабов, людей, с их религиозными действиями. Они свои религиозные действия должны посвящать только Аллах Субхану ва Тааля. Кто имеет исключительное право на посвящение Ему действий рабов религиозного плана? Аллах Субхану ва Тааля. Итак, таухид аль-улухия, что это такое? Это признание единственности Аллаха в праве на поклонение Ему, или иначе говоря, в праве на религиозные действия рабов. Любое религиозное деяние человека должно быть посвящено только Аллаху Субхану ва Тааля. Он единственный вправе на это деяние, на то, что посвящали ему эти деяния. Ясно? Дальше, следующий вид таухида какой? Таухид аль-асма ва сифат, то есть единобожие, связанное с именами и атрибутами. Аль-асма — это множественное число слова исм, то есть имя, имена. Ас-сифат, то есть атрибуты, да, Аллах Субхану ва Тааля. Что такое таухид аль-асма ва сифат? Хуа ифраду Аллахи бима самма ва васафа бихи нафсаху фи китаби ау аля лисани расули. Это признание единственности Аллаха в обладании теми именами и теми атрибутами, которыми Он охарактеризовал себя в своей книге или устами своего посланника. Еще раз я говорю, что такое таухид аль-асма ва сифат. Это признание единственности Аллаха. В чем? В обладании теми именами и теми атрибутами, которыми Он описал, охарактеризовал себя где? В своей книге, в Коране, или устами своего посланника, то есть в сунне Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И выражается этот таухид аль-асма ва сифат. В чем? Как его выразить? В чем он выражается? Поэтому дальше сказано: «Вазалика би исбат ма асбата ли нафси ва нафи ма нафа ан нафси мин гайри тахриф валя та'тил валя такиф валя тамсиль». И выражается это в чем? Выражается в подтверждении того, что подтвердил Аллах в отношении себя, и в отрицании того, что отрицает Аллах в отношении себя. Без 4 вещей, избегая 4 вещей. Это искажение, тахриф. Второе, отрицание, та'тил. Третье, вопроса как, то есть придание образа какого-то определенного в сознании твоем. Четвертое, что? Тамсиль, без уподобления. Я еще раз повторяю, что такое таухид аль-асма ва сифат. Это признание единственности Аллаха в обладании именами и атрибутами, которыми Он описал себя в своей книге или устами своего посланника. И выражается Он в чем? В подтверждении того, что подтвердил Аллах в отношении себя, в отрицании того, что отрицает Аллах в отношении себя, с избеганием обязательным 4 вещей. Каких? Тахриф, искажение. Второе, отрицание, та'тил по-арабски. Третье, такиф, вопрос как, каким образом. Четвертое, тамсиль, уподобление атрибутов Аллаха атрибутам творений.